В одном из своих интервью вы сказали, мужчина не должен показывать свою слабость женщине или, к примеру, в уличной драке. Но в политике, когда ты ошибся, ты можешь и должен сказать, это было ошибкой. Это не слабость, это мужество. Конец вашей цитаты. Скажите, а вам часто приходилось признавать свои ошибки? Ну, я их признавал, и хотел бы еще раз сказать, что в политику я попал, в принципе, в большей степени случайно. Почему? Потому что, если помним, после того, как стали президентами избираться, это бывший первый секретарь обкомов, партийные работники, советские работники. А я стал на волне вот этой трагедии, которая случилась на Кавказе в 1992 году. И когда я прибыл к себе на родину, то... Вы говорите о конфликте между... Да, в Северной Осетии, когда конфликт между ингушской частью населения и осетинской частью населения в Северной Осетии. И когда я прибыл, то там уже находились федеральные структуры, и так как республика была только на бумаге, Республика Ингушетия, не было еще руководящих ни парламента, ни руководителя республики, ни практически глав назначенных, то и ситуация была тяжелая, беженцы, еще продолжались там где-то выстрелы, горели дома, и мне почти приказали остаться комендантом сначала по Ингушетии, а потом назначили замом к Шахраю. Шахрай был глава администрации, ввели чрезвычайное положение, я был замом у Шахрая до того момента, пока я не узнал истинной цели всего этого конфликта. Истинная цель? Какая была истинная цель? А истинная цель этого конфликта была вытащить Дудаева. Я много анализировал, как же это произошло. Почему? Потому что ингуши со осетинами веками жили вместе. У нас очень много совместных браков. И дрались, и женились, и танцевали, и все было. Но почему именно в тот момент произошел конфликт? И мой анализ, когда там находился, привел к тому, что истинной задачей был вытянуть Дудаева и решить проблему с Чеченской Республикой силовым путем. Вытянуть Дудаева откуда? С Грозного. То есть нужно было, чтобы Дудаев как бы принял ингушскую сторону. Замысел был очень простой. Ингуши со осетинами как бы дерутся, ингуши, не имея ни возможности, ни структур, ничего, просят братского лидера Дудаева оказать помощь. Дудаев со своей мощью идет на помощь ингушам, и тут федеральные структуры говорят, вот Дудаев совершает агрессию на Осетию, и с ним силовым путем решает эту проблему. Потому что в 1991 году, если помните, не получилось, когда ввели чрезвычайное положение, и высадился ОМОН, там и службы были, но тогда еще не было, тогда еще были остатки Советского Союза. А когда уже появилась новая Россия, то решили эту тему закрыть. Вот таким способом. Почему это у меня вызвало подозрение? Когда я увидел, тогда был уже министр обороны Грачев, я говорю, Павел Сергеевич, я его знаю по Афганистану, я говорю, а зачем ГРАД нужен, чтобы развести ингушей со осетинами? ГРАД, самоходная артиллерия, зачем столько оружия, чтобы это дело развести? Поставить только между Назранью и Черменом поставить какие-то силы и средства, и все это можно прекратить. Но он мне сказал, ты ничего не понимаешь, 5-10, и вот ГРАД рванул. И они рванули на административную границу с Чечней. Дудаев объявил, что он не вмешивается в внутренние дела Российской Федерации, он уже объявил себя независимым государством. И войска прошлись по Пригодному району, прошлись по Ингушетии. И благодаря Гайдару, ночью я в 4 утра сказал Гайдару, вы просто не понимаете, куда вы втягиваетесь. Тем более еще армии-то российской не было как таковой. Это был ноябрь 1992 года. И Гайдар дал команду, войска остановились на границе Ингушетии с Чечней. Вот тогда я подал в отставку. Понимая, что меня тоже втягивают в эту непонятную для меня игру на Кавказе. А были ли ситуации, когда вас удавалось втянуть в какую-то игру, и вы только потом понимали, что вас втянули в такую игру? Наверное, подчиненные, зная мой характер, там рассказывали о каких-то коррупционерах, которые существуют им в администрации, в правительстве. И были моменты, когда я со своим характером, конечно, шашкой рубал, и уж я считаю, что коррупция – это та же война, что коррупция разъедает государство изнутри и народ изнутри.
Руслан Султанович, а скажите, почему Владимир Путин, на ваш взгляд, начал свое президентство с того, что уволил вас в запас и потом подписал указ о вашей отставке с поста президента Ингушетии? Не, ну, во-первых, я бы хотел разъяснить. Кстати, мы одним указом с Громовым, Борисом Федоровичем, уволены. Когда мне исполнилось 45 лет, в 1999 году, я написал Ельцину письмо. Ну, я понял, что я уже не вернусь в вооруженные силы, и иногда там было, что вот и Трошев там иногда говорил, что вот, уж генерал, и нам тут как бы там не очень там политику нашу там ведет на Кавказе. Ну, по плану того, что когда Вторая война Чечни началась, ну, моя политика, мой взгляд не совпадал с взглядом этих генералов. Почему? Потому что считал, что были возможности и без войны решить проблемы, о которых ставились в то время. И я написал Ельцину, прошу меня уволить с вооруженных сил. Это было 29-го, я рожден 29 октября 99 года. Чтобы на всю жизнь говорить, что в 45 лет я уволился. И этот рапорт мой лежал до прихода к власти Путина. И в мае месяце и указ вышел о том, что я уволен с вооруженных сил. С вооруженных сил. И одним указом Громов и мы были уволены. А как происходила ваша отставка с поста президента Ингушетии? Говорили же о добровольной отставке. Что это значит? Да, вопрос в чем был? Когда мы в 2002 году должны были быть выборы и президента. У нас как? Мы когда Конституцию приняли, у нас был президент 5 лет. Мы внесли поправку в Конституцию, президент 4 года. И парламент 4 года. И вот как в России сегодня парламент с президентом не должны вместе баллотироваться. И я сказал, давайте разводиться. Или вы должны распуститься, или я должен отойти в сторону. Но парламент решил посовещаться. И когда парламент провел совещание, один только Руслан Плеев был тогда председатель парламента, он тоже военный, тоже был в Афганистане, один, который изъявил добровольное желание сложить полномочия депутата парламента Республики Ингушетия. Ну, я понимаю, что я все равно баллотироваться не буду, думаю, ну что, полгода. Я сказал, хорошо, тогда давайте я отойду в сторону. И я принял решение, зная, что через полгода будут выборы, и зная, что я не буду баллотироваться, потому что уже почти 10 лет я был президентом, это достаточный срок, я принял такое решение. Никто на меня не давил, некоторые это преподносят как там какое-то давление, никакого давления не было, для всех это была неожиданность. Еще больше могу сказать, я об этом говорил. Есть сегодня такой сотрудник, он был замглавы администрации, Александр Сергеевич, замглавы администрации был. Я ему сказал, что я не буду баллотироваться. И он сказал, ну хватит, 10 лет достаточно. Считаю, что это вполне приличный срок. А если считать еще откровение, когда я на своем Мерседесе залетел в яму, я понял, что и проскочил ее, а когда в начале своего президентства около этой ямы должны были собраться все. Кто отвечает за дороги, кто и так далее. И эту яму должны были все привести в порядок. И я понял, что я уже начал меньше обращать внимание на... То есть человек привыкает к должности. И не зря наука придумала, что 2 срока по какому-то периоду в 4-5 лет. Это вполне достаточный срок, чтобы не испортиться. Представьте, 20 лет. Это надо с ума сойти. 20 лет один и тот же борщ есть. Но вы построили то, что хотели? Не все, что хочешь, не сможет. Это надо, знаете, сколько лет, чтобы то, что... основа государственная заложена. То есть что для вас стало главным признаком, кроме длительного пребывания на посту? Самое главное... Это сделано, поэтому самое я главное, ухожу. была принята Конституция, гимн, флаг, начато строительство столицы. Республику представляли в Госдуме, в Совете Федерации. И республика начала появляться свое лицо. Основа государственности, о том, о чем мечтала Ингушетия все свои годы, она начала появляться. И главное, что пошла какая-то экономика, пошли какие-то отношения, начались договора, начались с ней какие-то капиталы пошли, поэтому, если говорить, смог бы все сделать, так и Москва, смотрите, сколько строится, и сколько сегодня проблем в Москве. Просто вы говорили неоднократно, что фундаментально и принципиально не изменилась политика Москвы в отношении Кавказа, да, и с начала 90-х. По-прежнему это силовые методы, по-прежнему насилие, по-прежнему огромное вливание денег.
и, соответственно, радикализация как следствие. Вот вы не жалеете, что вы ушли, когда вот это не было изменено? Я хотел бы больше сказать, что когда вот мы говорим о 91-м начале, я думаю, у нас этого не будет никогда уже. Все. Когда в 91-м у всех была эйфория, когда я, имея опыт Афганистана, никогда не мог даже в своем кошмарном сне представить, что на Кавказе будут такие две войны, один конфликт. Вот в 92-м году был конфликт, а потом в 94-м первая война в Чечне, в 99-м вторая. Если бы мне кто-то сказал в 91-м, что вот эти люди, которые сегодня там говорили о свободной России, о демократической России, что эти люди, которые сегодня там писали Конституцию России, говорили ровно через год будет вот этот конфликт, а виноват, я уверен, федеральный центр, это на 99%. Я никогда, единственное, руководство Осетии, не обвиняя народ Осетии, руководство Осетии просто воспользовалось ситуацией, вот где в это время Чеченская республика взяла курс на независимость. Вот. И что до этого мы дойдем. И с этого я опять увидел имперские замашки. Они тогда были, они сегодня остались. Ничего там нового нет. Как Кавказ был вот в таком положении, так он и остался. Руслан, а был шанс предотвратить первую войну чеченскую и вторую тоже? Вот конечно, был. Они были в разных ситуациях. Какой? Был. Первую? В первой чеченской войне, я скажу, действия двух лидеров. В первой чеченской войне главное действующее лицо был Дудаев, во второй Масхадов. В 1994 году, в ноябре месяце, когда все попытки провести переговоры не увенчались успехом, Дудаев вышел на меня. Я был в постпредстве, и он мне сказал: Руслан, скажи, постарайся объяснить Ельцину. Я готов прилететь в Москву. Мне 20 минут хватит с ним договориться. Я, когда позвонил в администрацию, я разговаривал с Коржаковым. Коржаков говорит: я, говорит, убедить не могу. Я говорю: примите Дудаева. 20 минут больше не надо. И за 20 минут проблемы все снимались, и не было той трагедии, которая случилась, и многие-многие люди были живы. Но он сказал, меня соединили с Борисом Николаевичем, и Борис Николаевич мне сказал: я с бандитами не разговариваю. Вот вам. Этот был конец ноября. 11 декабря войска пошли. В 1999 году Масхадов сказал, когда вот Басаев пошел на Дагестан, когда все, Масхадов, мы собрались, руководители северокавказских республик и регионов в Кавминводах. Масхадов прислал такой план, что он готов вместе с федеральными структурами, вместе с силовыми структурами республик, входящих в Северный Кавказ, под руководством федерального генерала, по законам федеральных законам, вместе бороться с террористами и все, что они считают нужным. Есть очаги, это все ликвидировать. Вот. Ну и когда он это заявил, был министр по делам национальности Михайлов Вячеслав Александрович, мы ему передали, ну и все настояли на том, чтобы Масхадов как бы там подписался. И когда мы попросили, чтобы Масхадов подписал, что это его слова, там уже ввелись войска, уже Чечня была блокирована, и уже шла бомбардировка Грозного. То есть Масхадов не успел подписать этого? Ну, не успел, когда я сказал Михайлову, чтобы он гарантировал безопасность приезда Масхадова в Магаз, то ему ответили, что мы безопасность не гарантируем. Кто был заинтересован в обеих чеченских войнах? Кто был человек или люди, которые получили от этого наибольшую выгоду? В первом и во втором случае? Трудно сказать, но всегда я считаю, что война – это продолжение политики. Я убежден, что первая война под шумок и приватизацией, по-моему, занимались. Она что-то резко началась, она резко закончилась. Вот вся страна смотрела на Кавказ. А в это время отдельные люди вовсю занимались залоговыми аукционами. И это мой взгляд. Поэтому я считаю, что надо отсюда смотреть. А вторая? А вторая война, надо спросить у Березовского Бориса Аврамовича. А у Путина Владимира Владимировича? Ну, и Владимир Владимирович тоже знал об этом. Куда, чего. Ну, здесь-то говорят о том, что борьба с терроризмом, и
поход Басаева в Дагестан, я так и не понял, зачем Басаеву надо идти в Дагестан. И когда Масхадов поехал к Магомед Али извиняться за своего подчиненного, будем так говорить, то на границе с Дагестаном его не пустили. В интернете популярна фотография Кисловодск, 2001 год. Вы жмете руку Владимиру Путину. Вы сегодня бы пожали? И вообще, остались ли политики, которым можно пожать руку после их бездействия в отношении политики? У меня должность сегодня председатель комитета при Совете глав правительств Содружества. Владимир Владимирович, председатель правительства Российской Федерации. Я обязан выполнять его некоторые указания и с ним в рабочих моментах решать те проблемы, которые стоят перед комитетом. Но, скажем так, как вы себе отвечали сами на вопрос, почему вам не удалось убедить его, почему вам не удалось на все ваши усилия убедить Кремль в том, что силовые методы ни к чему хорошему не ведут? Ну, будем так говорить, между Первой и Второй войной еще многие генералы-офицеры российской армии, они, конечно, были злые, что их остановили. Вот. Но они говорят, да, что там, Чечня, мы их раздавим. И, конечно, действующие лица, Шаманов они были, там, Казанцев, другие, они многие между собой же говорили, что нас остановил Ельцин, если бы не остановил, бы мы эту проблему решили. Многие об этом говорили. Я думаю, что настроение у них было, чтобы они с большим удовольствием пошли на Вторую Чеченскую войну. И это знало политическое руководство. Кто выиграл из Второй Чеченской войны? Из российских политиков. Ну, проиграли те жители, которых родные и близкие погибли. А кто выиграл? Выиграли. Казанцев стал полномочным представителем. Многие стали героями. Владимир Владимирович Путин стал президентом. Да, Как вам удалось остановить федералов на границе Чечни и Ингушетии? Не могла ли судьба Ингушетии быть такой же, как судьба Чечни? Это в каком году? В 94-м. В 94-м я говорил, что я звонил Ельцину всю ночь по закрытой связи. Не удавалось. Я там кого только не поднимал. Там были депутаты, Верховного Совета России, они тоже не понимали, что происходит, когда войска пошли на Чечню. Кстати, Дудаев, видно, у него разведка работала, он тоже начал вытягивать свои вооруженные формирования, и надо дать должность. Если в 94 году, как говорят, армия не была готова к этим событиям, то я представляю, что было в 92 году, когда у Дудаева было там, и все у него было, и танки, и артиллерия. И я даже по-военному не представлял, куда лезет федеральная армия в Чечню и как впасть волку. И, в конце концов, мне удалось найти где-то в 4 часу утра Гайдара Егора Тимуровича и убедить его, что это не кончится добром, и что это будет война на всем Кавказе, то, что произошло во второй раз. Но кто-то, видно, этому не хватило примера 92 года, они в 94-м решили повторить этот фокус. Ну, и итог мы знаем, что произошло. Вот примерно так. Что имело больший эффект? Ваша работа на определенной должности или, например, ваша отставка в знак протеста? Да? Таких было несколько. Ну, я хочу сказать, что я не пытался кривляться, и там просто это мое было убеждение. Я действовал, как говорила моя совесть. Вот моя совесть так говорила, что нужно не связываться, не мараться в эту политику. Я так и поступал. Руслан, а кремлевские политологи сегодня говорят, что отношения между Москвой и Грозным, или еще точнее, между Владимиром Владимировичем Путиным и Рамзаном Кадыровым, это пример для Кавказа. Это вот идеальное отношение между федеральным центром и Кавказской республикой. Вы так считаете? Ну, если бы у меня были такие отношения там, с Борисом Николаевичем, я, может, больше сделал бы, потому что я, или там с другими федеральными структурами, конечно, все знают, что отношения особые, и, конечно, каждый руководитель республики хочет особых отношений с федеральным центром, тем более, что через эти отношения и финансирование поступает, и другие есть льготы, поэтому, когда хорошие отношения, почему надо поддерживать. Это не опасно для всего остального Кавказа, который не состоит в таких отношениях с федеральным центром?
и с президентом, и с премьер-министром? Опасного ничего нет. Я считаю, что там опасно. Ну, пусть добиваются. Вы думаете, что Кадыров сумел ликвидировать те настроения в Чечне, которые были после 2 войн? Я уже не говорю о сталинской депортации. Сталинскую депортацию никто никогда в жизни не сможет. Это уже на века или на тысячелетия. А войны? Войнах. Войны то же самое. А как вы можете, когда дети, даже живущие сегодня в Москве, приехавшие из Грозного, или с Назрани, или из Дагестана, когда при реве вертолета, самолета падает под кровать, как вы это можете забыть? Там же очень много психически расстроенных людей, психологически. Очень много детей и инвалидов. А сколько сегодня мин в горах, все остальное? Это же последствия войны. Как это все? А потом очень много погибших родственников. Нет ни одного сегодня, я уверен, в Чечне, особенно от Грозного и ниже горам, чтобы у него ни один какой-то родственник или не погиб, или не был ранен. Таких я не представляю. Очень много. И как это? Никто не забывает. Как они себя выносят, это каждая своя тактика, методика и сила воли. Вот теракты в Беслане и на Дубровке – это последствия войны, очевидно. А кто, на ваш взгляд, несет ответственность, во-первых, как за эти теракты, и, во-вторых, за то, что люди не солидарны с жертвами терактов, с жертвами войн? Если вы помните, Люда тогда она активно была и на Кавказе, и в Ингушетии, мы с ней часто встречались, она помнит позицию Ингушетии и руководство Ингушетии, и мою личную позицию. Ведь мы же говорили, что последствия будут вот такие. Последствия будут беженцы, последствия будут нестабильность на всем Кавказе. И последствия будут, где гарантия, что боевики не пойдут за пределы Чечни. Если в первую войну там только Буйнакск был, Буденновск, вернее, и Первомайск, Дагестан, а во вторую Чечню посмотрите. И в первую Чечню не было смертников, а во вторую они появились. Поэтому это последствия войны. Кто планировал с 94 года пройтись так лихо по Кавказу, должны они взять на себя ответственность последствий этой войны. Много у нас было и политиков, и депутатов, и членов этой федерации, и очень-очень много было людей, которые говорили, что не надо такую политику на Кавказе проводить. Там должна быть совсем другая, выверенная политика. Кавказ же, он же исторически всегда, имея русско-кавказскую войну за плечами, там, десятилетия, которая велась. Это же песни до сих пор же на Кавказе поют. Там и про Шамиля поют, который воевал, и про других его этих наибов поют песни. И до сих пор поют, а сейчас поют песни уже про первую чеченскую, вторую, там, и так далее, и так далее. Поэтому многие это, в том-то ведь в чем смысл государства, когда есть у него институты, которые могут заставить государство выполнять. Допустим, что сегодня может Совет Федерации? Ничего. Что может Госдума сегодня сделать? Она может сегодня какое-то заявление принять, и после этого заявления там президент страны прислушается? Нет. Вот о чем смысл идет. Это нужны такие государственные институты, которые бы... есть там, допустим, какой-нибудь Чапаев попадает во власть. Образа. Чапаев в кавычках. Который там... С шашкой на голову. Да, шашкой на голову. Рядом должны стоять такая группа людей под видом Совета Федерации, которые говорят: товарищ Чапаев, успокойся, все будет нормально, живем мы хорошо, кормят нас хорошо. Поэтому успокойся, сейчас давай разберемся, что происходит. Ведь, кстати, Совет Федерации того образца, когда мы там были, ведь очень много снял проблем и снимал проблем. В то время, когда и правительства не было, и руководители правительства менялись там раз в год, и министров не было. И вся ответственность висела на членах Совета Федерации, которые возглавляли руководители регионов и республик. Руслан, а почему так в Ингушетии складывается ситуация тяжело, если не сказать плохо? В комментариях, которые мы сегодня получали перед интервью с вами, очень много писем от людей из Ингушетии, которые говорят буквально следующее: Руслан, возвращайтесь, все стало значительно хуже. И рост коррупции в последние годы, в том числе и в Ингушетии, резко вырос. По оценкам, во всяком случае, людей, которые там живут, я не живу, поэтому мне трудно судить. Но если это соответствует тому, что происходит в России, то точно вырос. Вы понимаете, почему это происходит?
Ну, трудно сказать. Я в Ингушетии тоже сейчас не так часто бываю, всей полнотой власти я не владею. И, конечно, есть и недовольны, есть и довольны. Республика вроде живет. Но после вас пришел Зязиков, и в республике сложилась такая ситуация, что люди были готовы просить вас вернуться в нее. Ну вот, кстати, давайте говорить и по этому вопросу, как и с войной Чечни, мы же просили федеральный центр. Но зачем вы опять экспериментируете с Ингушетией? Ну вот есть человек, который удержит ситуацию. Человек, который никогда не заявляет, я так понимаю, главная задача федерального центра, чтобы никто не объявлял независимость, чтобы выполняли там какие-то законы федеральные и так далее, и так далее. Хотя и я, при мне тоже, о независимости никто не заикался. Да, и вообще это надо еще разобраться, зачем она нужна. Но раз мы говорим, ну вот нужна стабильность, но зачем вы навязываете Зязикова? Вот я это откровенно говорю. Я говорю, ну зачем вы, я с Волошиным говорил, говорю, Александр Сталевич, ну зачем вы сейчас хотите более-менее стабильную республику, вы хотите ее раскачать? Нет, навязали Зязикова, и то, что произошло, мы видели. Когда даже боевики напали на Назрань, и всю ночь до утра Назрань была, подвергалась, там 100 с чем-то убитых было. И ни президента, ни председателя правительства, ни министра внутренних дел, никого нет. И там она на откуп была отдана боевикам. Ну и вот итог. Зато они получили, что там, раскачали республику. Вот тоже предупреждали и говорили, зачем вы это делаете? Да вам нужен человек, который спорить с вами будет, доказывать. Зачем вам нужен человек, который будет есть говорить, и все делать наоборот, еще хуже делать ситуацию. Ведь инициативный, извините за выражение, недалекий, это хуже, чем не инициативный, но человек, который имеет свою точку зрения. Руслан, а в какой ситуации вы согласились бы вернуться в Ингушетию в качестве ее лидера? Вот что должно произойти, чтобы вы туда вернулись? Или нет таких обстоятельств? Нет такой ситуации? Ну, пока я не вижу таких обстоятельств. Я еще раз хочу сказать, я появился в Республике Ингушетия, когда вот эти события влили в сторону. Еще раз хочу сказать, если как в Ингушетии опять вот будут такого рода события, конечно, я буду со своим народом. Я был, есть и буду со своим народом. Но некоторые отдельно там спекулируют, вот, что-то там где-то кто-то стрельнул, где Руслан? Ну, я же не должен по каждому выстрелу там приноситься и говорить. Там есть президент, есть правительство, есть парламент. И потом, давайте вспомним события, когда Юнусбека ранило в 2008 году. Я заявил, что я готов приехать, и на время, когда Юнусбек будет лечиться, и вся республика молилась, и мы, конечно, знали, что он вернется. На это время, там сколько будет, месяц, два, три, я готов возглавить республику и помогать ей в это тяжелое время. Так, я не знаю, кто-то просит. Парламент сказал, Руслан Султанович, спасибо, не надо. Правительство сказал, Руслан Султанович, спасибо, не надо. Ну, все, и я сказал, вам тоже спасибо. Поэтому я не знаю, там, если что такое будет сверхъестественно, конечно, я буду. Ну, и поэтому, что еще можно, какие претензии ко мне? А если Парламент выборы? республики если сказал, вдруг будут выборы в Ингушетии? Вот представим себе, сегодня невозможно, никто никого не назначает, а через 2 года объявляются свободные выборы в Ингушетии. Вы знаете, что такое быть президентом и вообще быть руководителем, особенно на Кавказе? Ну, ладно, вы знаете, я нет. Я понимаю, там, допустим, Ярославская область. Но быть сегодня руководителем на Кавказе, это, я как вспоминаю эти годы, я вообще думаю, было ли это со мной, или это с кем-то было другим. Потому что для меня Афганистан просто детский сад по сравнению с тем, что было в Ингушетии. Это раз. А во-вторых, что такое быть вообще президентом? Это золотая клетка. Когда вот просто там какой-то... Кто у нас был какой-то там, вот Кучерявый был кандидат в президента России? Богданов. Я на него смотрел, он больной человек. Он вообще не понимает, он куда хочет попасть, если он искренне хотел попасть. Россию только представить, закрыть глаза, представить Россию от Камчатки до Смоленской области сверху вниз, так это надо какое иметь сердце, чтобы управлять этой страной. Когда тебе каждый день докладывают, там утонуло, там погибло, там началось, там обстреляли, там сделали. Это надо какое иметь сердце и все остальное. Человек, который хочет залезть в эту петлю, в эту клетку золотую, я точно больной. Руслан, а вы считаете, в целом сейчас политика федерального центра в отношении Кавказа, она правильно не в отношении Кадырова и Чечни, а вообще в целом по отношению к Кавказу? И насколько мы гарантированы от очередной Кавказской войны, которая может вспыхнуть не обязательно в Чечне, а где-нибудь еще? Гарантии только Всевышний может давать. Никто не может гарантировать, как оно. Все зависит от того, как будем управлять. Но становится лучше или становится хуже?
Но она как была, так и осталась. Просто где-то посильнее, где-то есть руководитель посильнее. Там. Конечно, я считаю, что большую ошибку сделано на Кавказе. Ну, допустим, решили вы не избирать руководителей регионов. Но в национальных республиках Российской Федерации надо было оставить избираемость президентов. Почему? Потому что когда на Кавказе так много проблем, а когда еще с Москвы назначается, уже есть какое-то противостояние. Когда люди сами себя избрали и сами с ним мучаются, и сами себя винят. А сегодня, вот посмотрите, как любого президента возьмите, или там, взять тоже Ингушетию, когда Зязиков был. В Ингушетии об этом и говорили. Вот Москва нам навязала, И проблема не в Зязикове была, а проблема была в Москве. И люди автоматически переносили укор на Москву. Поэтому в национальных республиках, тем более в Конституции Российской Федерации написано, что республика в скобках государство. И там совсем другие полномочия. Конституция и так далее, и так далее. И поэтому здесь, я думаю, что надо было дать возможность национальным республикам избираться. Руслан Султанович, это снимало бы очень много вопросов. Скажите, а почему вы забросили Российскую партию мира, которую в середине 2000-х даже какое-то время возглавляли? Вы решили, что это неэффективные методы? Да я ее не забросил. Во-первых, лидером партии был Кобзон Иосиф Давыдович. Потом был Медведев. Они были как лидеры. Медведев другой. Владимир Сергеевич. Он был в регионе России. Это там еще эта партия. Я был какой-то там член совета. Потом Иосиф Давыдович ушел, Медведев сказал, что ушел в какую-то другую. Но я просто по своей привычке не мог бросить людей, когда уже вот выборы. Я сказал, давайте так. Я не верю, что в Российской Федерации сегодня что-то партия может сделать. Не верю просто. Давайте, ладно, согреемся до выборов. Вот, выборы пройдем, а потом давайте будем разбегаться. Так и получилось. Руслан, скажите, а вот во время терактов в Дубровке и в Беслане вы участвовали в переговорах. Вас звали, вас просили, или это было ваше личное решение? Ну, в Нордосте, да? В Нордосте я ехал в машине, конечно, все слушали радио, кто. И там как-то одна корреспондентка с «Московской правды». Это у нас такой, как же он, на шее его, главный редактор. Шот Муладжанов. Вот Шот Муладжанов на меня вышла. Она вышла с мобильного и сказала, а может быть Аушев на меня сможет как-то. Ну, я говорю, водителю, разворачивайся, поехали туда. Все равно будет час. И на меня вышел Муладжанов и попросил, и мои там друзья сказали, ты подъезжай к штабу. Ну, я приехал в штаб и сказал там руководству штаба, что я готов. И мы зашли. Я был, Примаков, заходили вместе. А в Беслан, да, меня попросили, 1 сентября на меня вышли федеральные министры и попросили прилететь в Беслан. Я оказался в Беслане 2 сентября. Скажите, а вот один раз вы сами приняли это решение, второй раз, собственно, тоже приняли, но вас попросили. Я все возвращаюсь к тому же. Возможно, политическая ситуация, когда вы, хорошо, не в качестве президента, а в качестве просто Руслана Аушева захотите участвовать в политической жизни, в том числе и на федеральном уровне. Не захочу. Почему? Да, во-первых, какая политическая жизнь сегодня в России, это раз. Во-вторых, чтобы заниматься политикой, надо быть, как вам сказать, это надо... Политика – это же такое дело, это... Во-первых, многие политики говорят не то, что думают. Во-первых, им надо изгибаться. Во-первых, они должны какие-то союзы ставить. Потом они много начинают там... то смотрят сегодня в одной политике, потом завтра в другой политике. Потом очень много того, что противоестественно моему характеру в этой политике. Поэтому я... вам сейчас приходится сдерживать Потом себя. Я заканчивал командное училище. Если бы я заканчивал политическое военное училище, я понимаю, может быть, еще что-то было. Но я заканчивал командное училище, и поэтому у меня больше командирского, чем политического. Я просто... Вам же приходится сейчас сдерживать себя, чтобы с Путиным не обсуждать Кавказ, да, только... А что вы Путину прицепились? Почему? Путина я вижу раз в полгода, когда обсуждаю программу комитета.
прицепилась, потому что многие называют именно его среди ответственных за Вторую Чеченскую войну, которую... Вторую Чеченскую войну начал Ельцин Борис Николаевич. Я ответственно заявляю. И первую начал он, и вторую начал он. И первую, и вторую. Просто единственное, был молодой перспективный председатель правительства, и как бы ему отдали вожжи управления. А начал Ельцин. Хотя удивительная вещь. Он говорил, что для меня самое больное место в моей истории – это Чечня. И приносил извинения за Чеченскую войну. Да, как же можно было и вторую начинать сразу? Странно. Хотела спросить, годится ли сегодняшняя Россия для проживания ваших детей? Конечно, годится. Они живут здесь, в Москве. Нормальная страна. Единственное, надо делать так, чтобы было удобно жить, чтобы люди жили здесь, чтобы они учились здесь, чтобы они работали здесь, чтобы, многие вещи, которые еще надо делать для страны. Я же понимаю, я же вижу, что происходит и в стране, и как капитал бежит, и как некоторые трактуют закон. К сожалению, закон не стал главным в стране. Это самое главное. Руслан, вы говорили, что с Кавказа уехали все, кто мог. Причем уехали не в Россию, а уехали за пределы страны. Я не сказал, что все, кто мог, но очень много уехали среди беженцев. Почему? Потому что я знаю, вот эти страны, особенно Бенилюкс, вот это Бельгия, очень много с Чечни, с Ингушетии, с этих двух республик. Очень много встречается сегодня людей. Для себя вы не рассматривали возможность отъезда? Куда? Для себя вы не рассматривали? Ни в коем случае. Нет, ни в коем случае. Здесь были, здесь и будем.